Итак, уважаемые мои друзья, мы находимся на исконно нарчийских землях в селении Нохчи-Тейпа Орсвай Гала, Арсоевские башенные комплексы, которые я вам хочу показать. Посмотрите на эти великолепное строение. Находится он прямо на краю обрыва. Вот здесь дальше обрыв Орсвай-Лам. И вот один из комплексов, который я хотел бы вам показать. Насколько огромные валуны использованы в качестве фундамента. Посмотрите, это просто не передать. Посмотрите эти огромные мегалитические плиты. Посмотрите, толщина стены почти что 1 метр. И что самое интересное, хочу показать. Даже на этих башнях мы находим петроглифы. Есть еще один очень интересный момент. Смотрите, здесь фундамент из огромных блоков. Очень один интересный момент на башнях. Я его встречаю впервые, по крайней мере, в этой области. Посмотрите, на Арсоевских башнях есть вырезано вот такое сквозное отверстие, чтобы было видно. Оно сквозное. То ли это для вентиляции, то ли это водоотвод. Не знаю для чего, но я предполагаю, что это для вентиляции. Может, я ошибаюсь, но уж точно не бойница. Посмотрите, какие плиты, фундамент. Ну и хочу показать вам, насколько четко и искусно чеченские мастера башенных комплексов делали арки. Посмотрите на эту красавицу. Посмотрите, как подогнано. Башенные комплексы, которые 12, 13, 14 веков, и наши мастера делали такие великолепные башенные комплексы. Это просто невообразимо. Это Арсоевское городище, или Орсвай-Гал, или Орсвай-Юрт. Если вы думаете, что это только одно здание, вы глубоко ошибаетесь. Посмотрите. Вот здесь дальше вы можете наблюдать. Их очень много. От этих, как говорится, жилых башенных комплексов. Ступеньки сделаны из огромных валунов. Башенные комплексы. Постараюсь сейчас показать вам сверху его непосредственно. Вот. Толщина стены, чтобы было видно. Посмотрите, никакого цемента. Сантиметров может 90. Вот. Это огромный башенный комплекс. И вот так дальше наблюдаем. Вот здесь тоже башенные комплексы, жилые останки. Вот здесь. И есть один момент, который я хотел бы вам показать, который меня заинтересовал. Чтобы вы знали, все эти камни, вот они, их высекали вручную представители нашего народа на тот период, чтобы было видно. Вот селение, городище Харкароя, в котором мы были в прошлый раз. Здесь это уже Арсоевские башенные комплексы. Что я хотел вам показать, что мне показалось интересно. Само собой, вот здесь остатки жилых башен. Вон там, здесь башни. Смотрите. Здесь. Видите? Вот жилые башни. Вон жилые башни. Вот все это жилые башни. Хорошие травы.
военных действий. То, что стало самое интересное, надеюсь, меня слышно, это вот такое место, кругом вот лежат огромные валуны, а вот посередине ровная площадка. Вот. Я не знаю, и одно место в центре, куда может сесть человек. Я не знаю, что это может быть. Но знаю, что вот такие огромные валуны. Это рядом нет никаких остатков от этой башни жилой, если бы это была башня. Огромная территория. То ли это место совета, где собирались старейшины, то ли это место собрания Уарсвай. Я не знаю. Возможно, какое-то ритуальное сооружение. Возможно. А сразу после него, смотрите, внизу, вот вы можете не видеть, но здесь стены. Здесь сразу же видны жилые башенные комплексы. Вот, везде жилые комплексы. Вот это место. Вот, смотрите. Вот. Кругом огромные валуны в пределах 2-3 тонн, если не больше. Вот такие толщины. Посередине ровная площадка. Это очень странно. Но, по крайней мере, информация об этом, что было посередине, я не знаю. Продолжим дальше с вами.